Други, гребите, напрасно хулители, мнят оскорбить нас своею гордынею. На берег вскоре мы волн победители, выйдем торжественно с нашей святынею. Верх над конечным возьмет бесконечное, верую в наше святое значение. Мы же возбудим течение встречное, против течения. Алексей Толстой. Революции делают романтики, и в любой войне побеждают люди, а не машины. Если вы не знали, то у нас война. Война людей и машин. И восстание машин подавит вот этот маленький герой. Или вот этот. Тут уж как кому нравится. Посмотрите, это люди из будущего. Они уже здесь, в нашем городе. Не смотрите на то, как они выглядят. Важно лишь то, как они думают. Этот транспорт ты платишь один раз. Да. Все. Там больше ничего не надо. Его не надо заправлять бензином. Его не надо там платить никакие страховки. А здесь 8 тысяч проехал, подшипники поменял, дальше поехал. Все. С этим же аппаратом можно зайти абсолютно в любой магазин, даже никто не заметит, что вы приехали на каком-то транспорте. Велосипед нужно с собой куда-то занести или пристегнуть и бояться. А здесь вот очень удобно. Вот так ручку взял, педали сложил и ходишь как с чемоданом. Обычный чемодан на колесах. Менее обременительное во всех смыслах собственное транспортное средство, которое не просит бензина, круглосуточного хранения, налогов и бесконечного ремонта. Вот это и есть революция. Моноколесо как личный в собственности вид транспорта подойдет одним, самокаты или велики как транспортный прокат на время другим. Это новая мобильность. Все, что вы сегодня уже видите на улицах, это перемены. Это четкий сигнал из будущего. Не обязательно владеть автомобилем. Скачали приложение, выбрали, что нравится, велосипед или самокат, нашли ближайший, сели, поехали. Сегодня это 4-5 рублей минута, но чем больше будет новой мобильности, тем больше будет новой лояльности. Вот тогда и грянет переворот. Нельзя просто так выйти и сказать: вы знаете, обратите внимание на эту часть улицы. То есть если мы с вами каждый день будем совершать свои корреспонденции транспортные на самокатах, на велосипедах, хоть пешком больше, тогда да, эта штука способна заставить создать инфраструктуру. Да. Инфраструктуру, которая будет удобна для всех участников дорожного движения. Для пешеходов она будет удобна тем, что мы СИМы, то есть средства индивидуальной мобильности, да, мы их убираем на их резервацию, на их территорию. Территория средств индивидуальной мобильности, СИМов, как сейчас говорят, это так называемые велодорожки. Мы всегда говорили, что они не только вело. Теперь это скорее СИМ-дорожки для всего, что медленнее машин, но быстрее пешеходов. Для тех, кто использует СИМы как вид транспорта, никаких дорожек в Казани нет и никакого сдвига в мышлении наших городских и надзорных служб мобильная революция не вызывает. Людей на самокатах и на всем остальном закон до последнего будет считать быстрыми пешеходами. Так и есть сегодня. А иначе это вызов нашему воображаемому порядку, нашей двухконтурной улично-дорожной сети. Это когда город поделен на улицы и дороги. Дороги – это отдельные инженерные сооружения, только для машин. Улицы – для всех остальных. Убитые узкие тротуары, желательно подземные переходы, пешеходные, огороженные заборами вольеры, лоси на дорогу выбегать не должны. Все это будут защищать до последнего. Потому что это все позволяет городу охранять хотя бы нынешнюю смертность на дорогах меньше той, которую он заслуживает. Но падет и эта баррикада вдоль улиц. Это лишь вопрос времени. Тут получается дилемма. Либо мы создаем условия для пешеходов, самокатчиков, велосипедистов, либо мы их выталкиваем на дорожное полотно, где, соответственно, будут аварии, ДТП, смерти и скандалы. Все изменения происходят только когда начинают люди погибать. Вот когда велосипедисты и самокатчики начнут массово погибать на пешеходных переходах, на дорогах, под колесами автомобилей, тогда, возможно, действительно у нас начнет появляться инфраструктура. Но пока, как известно, пока гром не грянет, ничего у нас не изменится. Первые капли будущего дождя уже пролились на улицу Ершова в Казани. Здесь появилась велодорожка. Но город, таким образом, с этими каплями сел скорее в лужу, потому что дорожка опять сделана за счет тротуаров.
никак не огорожено, небезопасно, и люди никак не могут поделить пространство, но не привыкли. Нет, это абсолютно грубейшая ошибка проложить велодорожку по бывшему тротуару и думать, что она когда-то будет велодорожка. Нет, на самом деле это территория пешеходов, всегда и была, и всегда и останется. Здесь, да? Да, здесь как раз получается идеальное место. А ведь все можно сделать не за счет пешеходов, а вот тут, например. Без проблем влезет 2 полосы очень широкой велодорожки, которая уже будет отделена от проезжей части. Самое интересное, что мы все это уже много раз видели в Альметьевске в том же самом. Все сделано именно так. Ну, Альметьевск аномальная территория. Аномальная. Это да. О чем идет речь? В России есть единственный город, на примере которого можно показать это наглядно. Мы в Альметьевске, в велосипедной столице страны. Это нисколько не преувеличение. Вот всего лишь один из примеров того, как здесь в Альметьевске прокладывают велодорожки. Смотрите, дорожка сделана не за счет проезжей части, не за счет тротуара, а за счет вот этой зеленой зоны, за счет газона. Получается так, что велосипедисты никому не мешают, никто не мешает велосипедистам. То есть создается инфраструктура, которая вас вдохновляет на то, чтобы пользоваться велосипедом. Прокатных самокатов пока в Альметьевске нет. Но именно здесь мы видим, что это не так уж важно, что там, самокаты, велик или еще что-то. Как раз в эти дни в городе начался новый прокатный велосезон. 300 навехоньких антивандальных велосипедов на 100 с лишним километров дорожек. Российский рекорд для таких городов. С каждым годом все больше людей на 2 колесах. Дети на велике спокойно едут в школу, а значит и количество машин на улицах ползет вниз. Снижается, и наоборот, люди довольны становятся. Например, я вот очень рад, что мои дети могут безопасно передвигаться на велосипеде по всему городу. Эти оранжевые прокатные велосипеды стоят копейки, 15 рублей за полчаса. Но мало того, с проездным на все виды транспорта вы можете взять велосипед бесплатно дважды в день на полчаса. То есть бесплатный час в день у вас есть. За полчаса город здесь можно, не торопясь, пересечь вдоль и поперек или, скажем, доехать до ближайшего пригородного поселка. И, внимание, велосипед с этого года можно оставить где угодно. И взять, соответственно, тоже. Знакомо, правда? И никаких заборов, и никаких преград. И никаких ай-яй-яй, что будет. Зима? Ну и что? Дорожки чистят в первую очередь, как в Европе. Мы понимаем, что подобное не сможет позволить себе какой-нибудь Чистополь или Буинск. Но почему Казань плетется в хвосте прогресса? Мы не понимаем, почему в Казани не принимаются решения, которые вообще ничего не будут стоить городскому бюджету, или принимается половинчатое решение. Вот как сейчас я сюда приехал, по велодорожке. А куда она идет? На станцию метро Козья-Слобода. И вот давайте посмотрим. Есть ли на этой станции метро Козья-Слобода велопарковки? Их здесь нет, и никогда их здесь не было. То есть никому не приходит в голову, что я приехал сюда для того, чтобы поехать дальше. То есть опять это отношение к этому виду транспорта как к виду спорта, а не виду транспорта. Весь мир приходит к тому, чтобы обеспечивать связанность между таким вот транспортом последней меры, средствами индивидуальной мобильности, и общественным транспортом. А у нас это все заменяется одним автомобилем. Сбрасывать со счетов, это, конечно, это глупо. То есть глупо это игнорировать, потому что, да, действительно, это как стакан с водой. То есть вот ты в него наливаешь, в конце концов просто перельется, и с этим нужно будет что-то делать. Средства индивидуальной мобильности – новая реальность, с которой придется уступить дорогу. У нас, по сути, нет выбора, нет дилеммы. Делать что-то или оставить все как есть. Нельзя оставлять как есть. Это путь в никуда. У автомобильного века конец всегда одинаков. Однажды город просто встанет. С пробками борется не строительством дорог и развязок, а именно поощрением передвижения по городу любым другим способом. Мы приспособились и к этому воображаемому порядку, и нам кажется, что лучше вообще ничего не трогать, иначе все рухнет. А где толпа велоактивистов? Мы их не видим. Где армия самокатчиков? Их вроде не так много. Зачем тогда? Ведь их мало, если спрос. Будет ли? Но мы не ждали переплывающих Казанку людей, чтобы приступить к строительству мостов в свое время. Сделайте хоть что-то новое, и вы увидите, как это необходимо. Людям, которые сидят на этой лавочке,
Она не кажется чем-то новым и прорывным. Она им подходит. Она вроде и должна тут быть. Но штука в том, что ее никогда тут не было. Это наша личная затея. Мы взяли обычную лавочку, привели ее в божеский живописный вид и, пожалуйста. Все просто. Поставьте лавочку, люди сядут. Проложите дорожку, люди поедут. Сделайте предложение, будет спрос. Не надо миллиардов, начните с малого. Революции делают романтики. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.